Начнем мы с вами сегодня с Цемаха, потому что новость, конечно, важная. Я вот скажу сразу, у меня это событие вызывает двойственные чувства. Наверное, это тот случай, когда я могу сказать, что я не знаю. Может быть, я даже скажу, что у меня нет моего мнения по этому поводу, и я не могу определиться, как к этому относиться. Потому что я вот, например, понимаю, что лично я абсолютно не готов брать на себя такую ответственность в таких решениях, и именно поэтому я и не лезу в политику и понимаю, что новая команда, которая пришла, она брать к этому, она к решению таких проблем готова еще даже, наверное, меньше, чем я. Потому что я-то хотя бы представлял, что это будет, и что это будет вот так вот. А новая команда, по-моему, даже не представляла, с чем они столкнутся, и что это будет совсем не телевизионный сериал, в котором надо ездить на велосипеде. Но при этом в политику влезли. Решение они это приняли. Ну что же, я уважаю за то, что они приняли это решение, но это их выбор, их ответственность. Тумаков за это решение, конечно, получать им, безусловно. В этот раз Тумаков будет, безусловно, ой как много, потому что 1000 раз предупреждали, вот по всему миру предупреждали, что Владимир Путин со всеми этими переговорами, договорами посередине строит ловушку, и вы в нее попадете, вы в нее и попали, в конце концов. Я понимаю, что выдача Путину единственного свидетеля по делу Боинга вызовет много вопросов на международном поле. Это, безусловно, стратегический проигрыш. Да и тактический, в общем-то, тоже, потому что и на арене внутренней политики это тоже, если и не обрушение, и не крах, то привкус-то уж точно останется. Также я понимаю, что своих граждан надо спасать, это безусловно, это просто аксиома. Также я понимаю, что по большому счету весь этот суд голландский в Украине непосредственного профита, вот прям так вот сейчас, вот, новых поставок вооружения, новых санкций, новой помощи, новых вливаний, вот прямо сейчас он на блюдечке не принесет. Ну, типа докажут они, что всем известно и так, а дальше-то что? Дальше голландские семьи получат от России компенсации в пару сотен миллионов в общей сложности. И, собственно, наверное, на этом и все. Но, может быть, еще Дональд Трамп перестанет предлагать вернуть Владимира Путина в G8. А торговать с Россией все равно они все продолжат. И та же Голландия продолжит, как голландские компании поставляли, что они там поставляли, гравий, цемент для строительства Керченского моста. Для Голландии это вообще... выплаты и компенсации этот вопрос вообще будет закрыть, потому что все, признали виновных, выплатили компенсации, не надо все это теперь ворошить, не надо трыкать палкой, можно дальше себе спокойно жить и дальше вести бизнес. Надо ли, чтобы наши люди сидели за это в тюрьме? У меня нет ответа, я не могу на это сказать. Но я также и понимаю, что на политическом поле в международной перспективе такой суд для сильной команды, для сильной украинской команды дал бы сильные козыри. Также я понимаю, что нынешняя команда – это не сильная команда. Эти козыри не то, что не нужны, потому что заниматься этим она не будет. Она даже не хочет этим заниматься. И популистский тактический выигрыш сейчас ради рейтинга ей гораздо важнее, чем стратегически возможный, отложенный выигрыш потом ради страны. Я отлично понимаю, что делается это только с одной целью. Смотрите, вот предыдущая власть, шоколадные барыги не смогли вернуть наших ребят, а я смогу. Я понимаю, что этот тактический выигрыш исключительно для властной команды будет кратковременным, а тактический проигрыш для страны может превратиться в вечный двигатель, как это уже было в междувременье в одной там северной стране между первой и второй чеченскими войнами, когда Гилаев с Бараевым брали заложников-пленников, Борис Березовский летел их освобождал, возвращался под триумф в аэропорт Чкаловский, по телевидению шли сюжеты, в воздух взлетали чепчики, Бараев с Гилаевым брали новых заложников, Березовских новых заложников освобождал, с триумфа возвращался в Чкаловский, по телевидению шли сюжеты. И так годами весь этот вот круг закрутился и годами продолжался. Вот эта вот книга «В какие игры лучше не стоит играть с Владимиром Путиным» лежит открытой сейчас перед глазами, но вы, друзья мои, по-моему, всеми силами стараетесь ее не читать. Что помешает тому же Путину, да что тому же Путину, Мордору, да, в общей сложности, что помешает на следующий же день после обмена набрать в Крыму десятки новых заложников, сотни новых заложников, что помешает выманить новых украинских граждан в Беларусь или в ту же Москву и понабирать и осудить их по всем тем же
бредовым статьям, по которым сидят и Клых, и Сенцов, и Кольченко, и Балух, и все крымские татары, и кто угодно еще, да? Я понимаю, что вот этот вот тактический проигрыш практически окончательно закроет вопросы противостояния агрессору международным сообществом на политическом и санкционном поле. Но также я понимаю, что если заложников не вытащить сейчас, они не выйдут уже до самого окончания своих сроков и будут сидеть и по 20, и по 15 лет, все эти сталинские сроки. И при этом и новые заложники будут набраны, и старые будут сидеть. Вот я все это понимаю, да, и я честно скажу, я не представляю, как я поступил бы в этой ситуации. Это луз-луз ситуация, да, это проигрыш-проигрыш. Здесь не выигрывает никто. Ну, я имею в виду, конечно, если говорить об Украине, потому что Мордор-то выигрывает, для Мордора это вин-вин. Там выигрыш по всем фронтам. Напомню, что сегодня последний день, когда Россия должна была отпустить моряков, и если бы она этого не сделала сегодня, то с завтрашнего дня у нее начинались бы санкции. Но теперь санкций не будет, потому что моряки будут и так отпущены в рамках обмена. И еще она получит свидетеля по Боингу, который будет теперь... Те, кто говорит, что Цемаха там быстро закопают в России, это абсолютно не так, друзья. Поверьте мне. Цемах там будет героем, он станет еще депутатом Государственной Думы, он по телевизору будет рассказывать, как бандеровцы убивали русских, он расскажет, как сам лично своими глазами видел, что украинцы сбили этот самолет, и будет ходить по всем передачам, как это делают и кто там, Петров с Васечкиным, и Луговой, который отравил Литвиненко, и Захар Прилепин, и кто там угодно еще. Так вот, новую команду обо всем этом предупреждали. Говорили, что Владимир Путин загонит вас в ловушку. Говорили, что система противостояния этим ловушкам уже выстроена, что она выстроена потерями и кровью. Это понимание оплачено жизнями, что команда, хотя бы понимающая, как не попадать в вот такие вот ловушки с этим противником, есть, что она рубежи держит. И неплохо, надо заметить, держит. Потому что в ситуации 2014 года выстроить такой отпор, это, конечно, это достижение, тут ничего не скажешь. И что ситуация, она такова, какова она есть, и другой она вот не будет, вот не будет, вот все, вот она реальность. Вот мы к ней приплыли, и вот она эта реальность, это не телевизионное шоу. Но новые люди, новые лица рассказывали про Роттердам плюс, про барыг, про наживающихся на войне, про освободить наших мальчиков, и в итоге эту работающую систему хакнули. Вместо нее принесли на ее место вакуум. И оказались в той ситуации, в которой оказались, и я, честно говорю, я в этой ситуации новой команде не завидую. Потому что, ну, я и правда не хотел бы оказаться на их месте и лезть во все это награждение всех вот этих вот вышеперечисленных мной пунктов под названием «Я понимаю», из которых непонятно, какой выбрать. Я вот точно не знаю, как поступил бы в этой ситуации, потому что вопрос, чем поступиться, позицией на международной арене или своими пленными, у меня на него нет ответа. То есть есть. Ответ, конечно, есть. Безусловно, есть. Да? Нет ответа, если говорить с точки зрения человека-гражданина, но если говорить с точки зрения государственного деятеля, ответ, конечно, есть. Владимир Цемах должен быть передан Голландии. А Олег Сенцов в этом случае, да, ему придется пока остаться в заложниках. Вот так вот. Потому что интересы страны требуют сейчас вот такого вот разрешения этой ситуации. Опять же, такова реальность. И в этой реальности надо делать выбор, который состоит из двух пунктов. Либо следующий шаг к победе, но потом, но в этом случае придется пожертвовать людьми. Либо спасти своих людей, но пожертвовать позициями страны в будущем. И вот, когда выбор делала предыдущая власть, я четко понимал, что они знают, что и зачем они делают. Вот у меня было гранитное, железобетонное ощущение того, что у них есть стратегия, которую они понимают, и главное, они в этой стратегии неведомые. Они в этой стратегии ведущие. Потому что я, вот как человек пацифически настроенный и сердобольный, в этой ситуации провел бы как раз референдум. Я бы спросил тех людей, которые сидят: скажите, ребята, скажите, наши узники, вот есть такой вот выбор. Вот как вы скажете, так и будет. Если вы скажете, что интересы страны важнее вашей свободы, и вы остаетесь в тюрьме ради страны, все, я отказываюсь от обмена, и никакого обмена не будет. Если вы скажете: да плевать я хотел на эти ваши суды, на эту вашу Голландию, на эту вашу политику, у вас и так, мол, по всем фронтам все летит к чертям, а мне еще 15 лет в ГУЛАГе гнить, голодать и из пыточных и карцеров на хлебе и воде не вылезать, значит, я плюю на все и меняю
тебя хоть на черта лысого, хоть на главного свидетеля по Боингу.